Ага, вот так. Мне 37 лет, но у меня такой результат, мой личный, я расскажу немножко. У меня аритмия, я перестала принимать с осени свои таблетки, да, то есть как бы ежемесячная, ну, ежеквартально уже так принимала. У меня перестали головная боль. И вот самый такой большой результат, который, по крайней мере, привел меня вот к ЛФ8, это у моего отца. Ему 68 лет, сейчас 69. В прошлом году в августе месяце у него случился геморрагический инсульт. До этого он и так был инвалидом первой группы, у него почки не работают, он на диализе. То есть и у нас была такая, ну как после инсульта обычно выписывают и получается, либо домой, либо в реабилитацию. Но у нас не выписывали, так как он был привязан к больнице, то есть к искусственной почке. Так как он у нас был лежачий, он не вставал. У него была парализована правая сторона, он не говорил, у него вот пропал аппетит, он не ел, и он, можно так сказать, как бы, ну, был вообще в очень таком ужасном состоянии. То есть и я начала искать выход, и вот мне Надежда вот просто подсказала, как про ЛФ8, ну, с самого начала. Ну, как обычно, мы в таких ситуациях не слышим, да, не видим. Но когда у папы пропал аппетит, и он не ел, и он уже угасал, я вот начала изучать ЛФ8 и поняла, что это клеточное питание. То есть, как мне сказали, если он не будет есть, он не выздоровеет, он не встанет у вас. А нам как бы очень хотелось, чтобы он встал. 1,5 месяца он лежал. Мы с мамой по очереди дежурили, то есть как бы мы вместе с ним в больнице лежали, потому что это уход, ну, сил очень много уходило, и сами мы тоже иссякали, как бы, и работа, дом, и в больнице, мы не могли бросить папу. И когда, получается, в конце сентября нам уже врачи говорили, либо мы вас в РП-2 мы лежали, спасибо им большое, за то, что перевели нас в терапию, что он был привязан, да, не дома, да, то есть если бы мы выписали неделю, и все. То есть как бы без искусственной почки, не транспортируют лежачих диализ, да. Либо нам сказали, вы будете по больницам так скитаться, он будет лежачий, и вы будете жить в больнице. То есть наша задача была поставить его на ноги, хотя бы, чтобы он вставал и мог в кресло пересесть. Я начала ему давать, сама сначала попробовала, да, получила результат, то, что я после суток не сваливалась. Я могла еще на работу сходить, да, то есть как бы и вечером уже засыпать спокойно, то есть силы восстановились. Маме тоже сказала, не пей, говорю, как мы нужны папе здоровыми. И папе начала 1/8 давать, вот ЛФ8, по чуть-чуть. У него как вот сразу результат был, он аппетит появился, он говорит, я хочу кушать, он уже порцию начал есть больше. На следующий день он уже говорит, я хочу сесть, потому что мы его кушали, ну, на кровати приподнимали, да, он уже говорит, я хочу сесть, сидя уже на следующий день. Врач уже видит, физиотерапевт, он уже видит, что он встает, он так все, как его, как после инсульта у пациентов обычно страх ходить, они не верят, они боятся. Его под руку и 5 шагов он уже делает, то есть уже получается, ну я в торопях, конечно, купила инвалидную коляску, потому что нам сказали, нас на следующей неделе будет выписывать, он у вас уже хотя бы встает, как бы вот так вот, и через неделю нас выписывают, папа не сел ни разу в эту коляску. Он, конечно, в больнице, когда вот мы если приезжаем, как бы дают, но до такси он дошел сам. То есть, получается, на диализ он уже ходит, пошел сам, как, ну, там внутри давали коляску, хотя бы так, чтобы он сильно, быстро уставал очень сильно. Но это было, получается, 3 октября нас выписали, и сразу же вот 3 раза в неделю он должен ездить. То есть на машине его возят и привозим на процедуру. Сейчас, получается, какие результаты? Он ходит полностью без поддержки, у него речь полностью восстановилась. Он дома, даже вот мама с ним ездит, все равно как сопровождает его, подстраховывает. Он уже вперед, можно так сказать, бежит. И самое главное, что вот каждую неделю, там, раз в 2 недели у них берут контрольные анализы, у него всегда был низкий гемоглобин. Вот как 2 года он на диализ ездит, его никогда не понять. Постоянно дополнительные лекарства. Всегда у него куча лекарств выписывается. Сейчас отменили часть лекарств, потому что у него результаты очень хорошие. Гемоглобин наконец-то в норме, даже чуть-чуть, как бы, ну, как у здорового человека. Давление у него нормализовалось 120, то есть как у здорового, то есть уже не повышенное, да, вот мы не принимаем сейчас очень сильные вот эти понижающие. Сахар у него держится тоже в норме, как инсулин не колем, как, и он сейчас очень, ну, как вот бодро себя чувствует, он даже дома уже ходит, он читает, он в больнице уже начал читать. То есть как бы вот это тоже проблема, да, для 4 страницы. Сейчас он читает, он, ну, спокойно уже встает, он уже может сам себя уже обслуживать даже, да, то есть как бы такая проблема. Это
получается, вот с августа месяца, сейчас вот февраль месяц, то есть у него такая полностью реабилитация. Хотя нам сказали, что это очень долго будет, он будет лежать и вообще как, ну, не давали нам гарантии, что он вообще будет жить.